Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши и Пшара. Сегодня в программе. Удобно и прозрачно. Насколько в столице внедрена система безналичного расчета и обязательно ли в объектах торговли наличие кассовых аппаратов? Актуальный репортаж программы. Подспорье для родителей. Более 13 тысяч учебников передало Министерство просвещения и языковой политики республики и районным управлениям, отделам образования и школам-интернатам. Покоряющий лед. Юный фигурист из Абхазии Захар Кяхба занял первое место по первому юношескому спортивному разряду в квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей. Президент Аслан Бжания поздравил главу КЧР Рашида Темрезова и весь многонациональный народ Карачаева-Черкесии с Днем Республики и Днем города Черкесск. Сегодня КЧР – комфортный и привлекательный регион. Под вашим руководством достигнута социально-экономическая стабильность, развивается бизнес, туристическая отрасль, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжания также отметил, что Абхазия чтит воинов-добровольцев из Карачаева-Черкесии, вставших на защиту Апсны в самый непростой период становления абхазского государства. Мы открыты для развития и укрепления братских дружественных отношений, подчеркнул президент. Расплатиться за товар или услугу и получить чек, вернуть при необходимости покупку или отсчитаться за нее. Во многих торговых точках или объектах общепита Абхазии оплатить счет картой невозможно, что иногда доставляет большие неудобства жителям и гостям столицы. Обязательно ли наличие в объектах торговли кассовых аппаратов и где можно рассчитаться безналично, узнавала Гугуца Вардания. Ситуации, при которых у человека нет на руках наличных денег, а в магазине или торговом центре нельзя расплатиться картой, в Абхазии не редкость. А если, например, нужно что-то приобрести для организации и необходим чек, то приходится еще сложнее. Неудобства и у продавца, и у покупателя. Один не может продать, а другой купить. Кассовых аппаратов нет во многих объектах торговли и общепита в республике, а где-то они появились совсем недавно. Как, например, в магазине «Кормилица». Изначально у нас не было кассовых аппаратов, мы их приобрели около 3 месяцев назад, так как нашим покупателям неудобно, они хотят расплатиться картой, а у нас не было их. Поэтому мы их приобрели, и теперь и нам удобно, и нашим покупателям тоже, я думаю, удобно расплачиваться безналичным расчетом, так как у нас много гостей, они все рассчитываются по карте, и это очень удобно для них в первую очередь. Расплатиться картой можно и в соседней аптеке «Пульс». В магазине «Премиум» тоже работает эта система. Кассовые аппараты приобрели здесь несколько лет назад. 3 года это точно, что я помню. Эта система у нас работает, в принципе, в маркете была, потом у нас, потом уже все остальные, мы вторые были в Абхазии. Не получится расплатиться картой в таких популярных заведениях столицы, как кафе «Аппетит» и ресторан «Нарта». В июле 2021 года Министерство по налогам и сборам презентовало в парламенте проект закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. В итоге он был принят в первом чтении. На сегодняшний день законопроект об использовании в Республике Абхазия контрольно-кассовой техники был принят в первом чтении Народным собранием парламентом Республики Абхазия. После чего парламент ушел на каникулы. Сегодня мы все в ожидании того, когда парламент вернется с каникул и будет рассматривать данный законопроект во втором чтении. После рассмотрения которого мы будем четко понимать и знать, когда данный закон вступит в силу. Это будут не просто кассовые аппараты, а система онлайн-касс. Кассовые аппараты синхронизируют с сервером МНС, за которым будут следить специалисты ведомства. То есть при внедрении этой системы станет возможным сокращение объема неучтенного оборота. По сути, это автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков. Также есть возможность заранее выявить риски нарушений на том или ином объекте и провести проверку. Кроме того, это снижение административной нагрузки на бизнес. На сегодняшний день закон будет обязывать всех предпринимателей, магазины, которые занимаются розничной торговлей, использовать контрольно-кассовую технику, благодаря которой Министерство по налогам и сборам будет в онлайн-режиме обладать информацией о той выручке, которую получили за определенный период, за определенное время, определенный магазин, либо какой-нибудь иной объект, который занимается розничной торговлей. Их будет покупать сама организация за счет собственных средств.
Касаемо штрафов, уже у нас в КоАПе закреплены штрафы за нарушение данного законодательства, в соответствии с которым там предусмотрено штраф с физических лиц там около 12 тысяч, с организаций юридических лиц там до 25 тысяч рублей. Система контрольно-кассовой техники позволит более эффективно защищать права потребителей, так как у покупателя будет на руках электронный чек, который он сможет предъявить при купленном некачественном товаре и вернуть его. Аппараты, организации и предприятия должны будут приобретать за счет собственных средств. Угут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией российские военные совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части города Ткварчал провели дезинфекцию территории рынка и центральной районной больницы, сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазия. 7 сентября отмечает день рождения ректор АГУ, академик Академии наук и РАЭН Олег Угварамя. Олег Алексеевич – член клуба ректоров Европы, член Совета Оксфордского академического союза. Почетный профессор МГУ имени Ломоносова, почетный доктор Адыгейского, Арцахского и Приднестровского госуниверситетов. Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия. Один из ведущих в мире специалистов по теории квазигрупп. Выступал с докладами на 30 всесоюзных и 35 международных научных форумах, в том числе на Всемирном конгрессе математиков в Москве. Читал лекции по современной алгебре и логике в университетах ряда стран Европы и Азии. Олег Угварамя – первый среди абхазов-математик с ученой степенью. Он автор более 110 научных работ, опубликованных в СССР, России, США, Венгрии, Германии. За выдающиеся достижения в области науки, получивший международное признание, большой личный вклад в развитие высшего образования в республике и подготовку высококвалифицированных кадров, Олегу Алексеевичу удостоен высшей награды Республики Абхазия – ордена Ахизапша первой степени. С днем рождения Олег Угварамя поздравил президент Аслан Бжаня. Глава государства в ходе телефонного разговора особо отметил вклад ученого в абхазскую науку, а также значение АГУ в деле подготовки квалифицированных кадров для республики. Олег Угварамя с днем рождения также поздравил премьер-министр Александр Анкваб и профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета. Министерство просвещения и языковой политики передало районным управлениям, отделам образования и школам-интернатам более 13 тысяч учебников. Книги рассчитаны как для начальных, так и старших классов. Это абхазский язык и абхазская литература для 6, 7 и 8 классов, прописи для 1 класса, русская литература для 6 класса, математика для 4 класса, а также учебные пособия для учителей. Книги абхазские, то есть это абхазская литература, абхазский язык и так далее. Стоит отметить, что не только учебники будут раздаваться, но и учебные пособия для учителей. То есть это и практические работы, и методические книги. Более 13 тысяч книг сегодня будет роздано по всей Абхазии. В ближайшее время, то есть районное управление образования раздадут по школам и также передадут до наших учеников. Мы надеемся, что это и думаем, что это большое подспорье для как родителей, так и для учителей. То есть все книги, которые переданы районам, это бесплатно выпущены Министерством просвещения и языковой политики совместно с государством республики, то есть они будут переданы бесплатно. Это первая партия розданных, еще вот в ближайшее время к нам поступят прописи, которые тоже будут вот в течение этого года, сентября месяца, розданы по школам для начальных классов. Государственному русскому театру драмы имени Фатиля Искандера исполнилось 40 лет. Датой рождения Сухумского театра юного зрителя, предшественника или прародителя нынешнего Русдрама, считается 7 сентября 1981 года. В этот день состоялась премьера спектакля «Аленький цветочек» по пьесе Браусевича и Карнауховой, поставленного главным режиссером нового театра Михаилом Мархолия. Спектакль открытия проходил на сцене Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба.
Старуха. В том же году театр начинает давать спектакли, но поскольку собственного здания не было, работали актеры в режиме гастролей в городах и селах Абхазии. Долгожданное открытие Сухумского ТЮЗа после ремонта и реконструкции сцены состоялось осенью 1988 года в здании на улице Ленина, построенном в начале 20 века. Главным художником театра становится Батал Джопуа, активно работает как режиссер от Гуркове. В течение неполных 2 лет за 1988-89 годы в репертуаре появляются более десятка новых спектаклей, в том числе и «Старуха», поставленная от Гуром Кове. Весной 1991 года по решению коллегии Министерства культуры Абхазской АССР меняется название и статус театра. С этого момента театр называется Сухумский русский драматический театр, а вскоре его главным режиссером становится Адгур Кове. Русский драматический театр входит в число первых жертв войны. Осенью 1992 года в здании, где размещался театр, случился пожар. Поскольку находившееся почти рядом на той же улице здание театра уцелело, то после войны именно его по личному распоряжению Владислава Арзенба и предоставили Русскому театру. Коллектив Русского театра драмы имени Фазили Искандера с юбилейной датой 40-летием со дня основания поздравил президент Аслан Бжаня. Русдрам – наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением. Сегодня, как и десятилетия назад, Русдрам хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения, говорится в частности в поздравлении главы государства. Конкурентоспособность, качество и рентабельность цитрусовых плодов Абхазии. Так называется вышедшая в свет книга доктора экономических наук профессора Валерия Кварча и кандидата экономических наук доцента Олега Кварча. В работе представлены методические основы и практические рекомендации, направленные на совершенствование механизмов государственного регулирования производства цитрусовых плодов как фактора, в значительной мере определяющего их конкурентоспособность. Рассчитана монография на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, интересующихся проблематикой конкурентоспособности сельхозпродукции. Редактор издания академик Академии наук Абхазии Заур Шалаша. Рецензенты академик Лёси Кайба и кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Сабеки. Абхазия стала вторым по популярности зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Лидером с огромным отрывом от других стран стала Турция. До конца года здесь можно ждать до 4,5 миллионов российских туристов. В высокий летний сезон на турецкие курорты было совершено более 2 миллионов поездок. Об этом пишет Вестник Ассоциации туроператоров России. Абхазию, по данным АТОР, посетили не менее 800 тысяч туристов с начала года, около 700 тысяч туристов летом, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных туристов на авто. Наш юный соотечественник Захар Кяхьба занял 1-е место по первому юношескому спортивному разряду в квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей «Олимпийский лед», которые прошли в тренировочном центре «Айсберг» в Сочи. Спортсмен сдал норматив юношеский спортивный разряд на отлично, справившись с обязательными элементами. Успех Захара Кяхьбы, безусловно, порадовал всех любителей данного вида спорта в нашей стране. Наша съемочная группа связалась с фигуристом и узнала об его дальнейших планах. Смотрите репортаж Зины Ханагуа. Юному фигуристу Захару Кяхьба 11 лет. Фигурным катанием занимается 4-й год в Центре олимпийской подготовки в Сочи. Захар вместе с мамой и братом живет в Адлере. Тренируется каждый день под руководством Ольги Метельковой и Марка Шахматова. Как признается Захар, с первого же занятия ему этот вид спорта понравился. Я занималась фигурным катанием с 6,5 лет. Мне этот спорт в школе не мешает. И этот вид спорта я выбрал из-за того, чтобы не болеть там. Занятия у меня проходят 6 раз в неделю, бывает 7. Мне нравятся фигуристы известные, там Алексей Ягудин. Из-за ежедневных тренировок у Захара практически нет свободного времени, но он не пропускает занятия и всегда с нетерпением после школы рвется на тренировки, на которых проводит по 6 часов. Сначала я еду в школу в 7:30, заканчивается нам в 13:00. Потом мы едем домой, и я делаю уроки. В свободное время я играю в компьютер.
Ну и хожу гулять с братом. Потом я еду на тренировку после обеда, и она у меня проходит так. 2 часа хореографии, растяжки, 2 часа ОФП, общая физическая подготовка, 2 часа льда. Я еду, потом тренировка заканчивается, я еду домой. Если остались уроки, делаю уроки и ложусь спать. Захар Кяхба не в первый раз принимает участие в соревнованиях по фигурному катанию. 22 августа он занял 1-е место по 1-му юношескому спортивному разряду в квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей «Олимпийский лед». В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из разных городов. По словам Захара, он не волновался и с самого начала был уверен в победе. На последних соревнованиях у меня была программа под музыку Шерлока Холмса. У меня в программе было 4 прыжка, 2 вращения. 4 прыжка. Первый прыжок у меня шел тулуп, потом сальхо-факси, потом еще один сальхо-факси, ризенбригер. 2 вращения комбинированное и волчок со сменой. Больше, кроме фигурного катания, я ничем не увлекаюсь, потому что нету свободного времени, чтобы ходить еще там на другие занятия какие-то. Фигурное катание для детей – это зрелищное и интересное спортивное искусство. Этот олимпийский вид спорта отличается повышенной травмоопасностью, но при этом он позволяет ребенку получить неоценимую пользу для здоровья, закалить характер и воспитать многие положительные качества. В планах Захара Кяхба продолжить тренировки по фигурному катанию, а после школы он планирует пойти по стопам дедушки и стать стоматологом. Хотя кто знает, ведь фигурное катание может и не отпустить. В любом случае мы желаем ему успехов. Шазина Ханагу, Абхазское телевидение. 8 сентября в Гале состоится матч 12-го тура 2-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются галский Самурзакан и команда футбольного клуба «Гагра». Начало матча в 16 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в «Система спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду, 8 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.